Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Оконечников Стас. Я ученик 8 класса Могудайской школы. Тема моего доклада – использование альтернативных источников энергии для электроосвещения автомобильного моста через реку Лена. Актуально. Сегодня проблема истощения природных ресурсов и ухудшения экологии Земли является актуальной. Ученые очень тесно сочетают технологии будущего с экологически чистыми источниками энергии. И в связи с ростом цен на энергоносители все больше частных домовладельцев обращаются к возобновляемым и нетрадиционным источникам энергии, таким как ветряная, солнечная и гидроэнергия. Цель работы – изучить существующие виды альтернативных источников энергии, рассчитать и спроектировать автономную электростанцию для электроосвещения автомобильного моста через реку Лена с использованием альтернативных источников энергии. Задачи. Первое. Изучить принципы работы существующих различных видов, используемых на практике альтернативных источников энергии. Вторая. Спроектировать автономную электростанцию для выработки энергии для освещения моста. Третье. Рассчитать потребление мощности светильников. Альтернативная энергетика – это обычные природные явления, неисчерпаемые ресурсы, которые вырабатываются естественным образом. Такая энергия еще называется регенеративной или зеленой. Источниками альтернативной энергии являются солнечный свет, ветер, энергия морских и речных волн. Все указанные выше альтернативные источники энергии при переработке не наносят вред окружающей среде, они безотходны. Еще такие ресурсы легко возобновляются как сейчас, так и в будущем. Проект перехода через реку Лена в Якутске предполагает строительство моста с 2 полосами движения, а также подходов к нему и инженерно-технических сооружений. Длина моста 3,1 километр, ширина моста 7,5 метра. По длине моста должен быть установлен 91 светильник по 91 Вт с шагом 34 метра. Соответственно, суммарная потребляемая мощность будет составлять 8281 Вт в час. Время работы светильников зависит от длины светового дня. Один аккумулятор способен запасти 2,4 кВт-час энергии. Этой энергии хватит для работы светильников в течение 19 часов. Таким образом, для запаса энергии, необходимой для функционирования всей системы освещения моста, потребуется 91 аккумулятор. Мы провели сравнительный анализ традиционных и альтернативных источников энергии и выяснили, что традиционные могут быть исчерпаны, они более дорогостоящие и они загрязняют окружающую среду. Альтернативные, наоборот, неисчерпаемы, сравнительно дешевле и экологически чистые. В заключение. В данной работе был изучен принцип работы альтернативных источников энергии, сделан расчет использования альтернативных источников энергии и сравнительный анализ альтернативных источников энергии с традиционными источниками энергии для локального использования как автономная электростанция на примере моста через реку Лена. Спасибо за внимание.